Когда тет-на-тет остаешься сам со своими проблемами, покажите себя. Эсхалдес. Вот сегодня вот это должно быть. Армия учит жизни, говорит военный комиссар Ингушетии Тимур Мистоев. Студентам объясняют, насколько важно пройти военную службу и приобрести необходимые навыки. Любой мужчина, он должен знать и оружие, и технику, и дисциплину. А это, я вам скажу, в армии преподают. Ханскат никогда дешёнес ха герцтох. Единицу хубокос, который вообще автомат никогда не видел. В России несколько лет действует приказ Министерства обороны, который запрещает выдачу военного билета мужчинам, не прошедшим службу в армии без законных оснований. Вместо стандартного документа такие граждане получают справку уклониста. Простыми словами, вручают волчий билет вместо военного. Таких людей не возьмут на госслужбу и даже могут уволить с нее. Я с главой республики общался, и он сейчас дал жесткие указания нигде, ни в администрациях, ни на госслужбу не брать без военного билета. То есть такой закон сейчас с 2014 года, вот, не давать военный билет, кто, значит, не был в армии. Дают справку. Она так называется, справка взамен военного билета. Но с этой справкой в течение 10 лет он не имеет права работать на госслужбе. Тогда зачем молодому парню себе проблемы создавать? Зачем? Лучше со своим возрастом пойти в армию, да, не ждать, пока будет ему там 25, 26 лет, 27 лет. Иными словами, церемониться с уклонистами не будут. В отношении граждан, которые избегают военной службы, будут возбуждать уголовные дела. Слушайте, ну, мне бы не хотелось бы 19, 20, 21 год парень возбуждать уголовное дело за то, что он не пошел, является уклонистом. У нас здесь есть перечень, 100 человек не прошли приписку. 100 человек. У нас раз в год проходит приписка, 100 человек. А почему, спрашиваю я вас? Боитесь? Испугались, получается? Вот эти 100 человек испугались получить приписное свидетельство? Так вы же дальше не пойдете на учебу и на работу дальше без приписного свидетельства. Чуть-чуть, наверное, задумайтесь. Давайте чуть-чуть историю окунемся и посмотрим. У нас за Великую Отечественную войну ни одного предателя не было. Великую Отечественную войну. Цассакханвац. Ни одного. У нас дикая дивизия, Ингушский полк, вы знаете, да, в течение 3 часов кайзерскую Германию разгромил. С 1 апреля закон дядой повестки отсидишь. Что аж хадя каши лишь да, что отсюда хайти, цаши بغمت حيج دش وكيجي نخرج تات سواه تات الحمد لله موجش بواش وين كما حد بواش ده الله حنزو بقدر بقول صار حتى يعس برافك يحت تمام قين زعل سكوت جنتي جالس يعس برافك يحت. Беседа представителей военкомата точно пошла на пользу для студентов. Во всяком случае, сейчас они уже призадумались, хотят ли связать свою жизнь с военным делом. Если подумать хорошенько, то, возможно, стоит прийти. По крайней мере, получить хотя бы основу образования. Думаю, это мне поможет в жизни. Представители военного комиссариата уверенно заявляют, что никто не будет отправлять срочников на спецоперацию и уж тем более в горячие точки, так что беспокоиться не стоит. Это и указание было Верховного главнокомандующего. И в связи с тем, что с 1 апреля начинается призыв в армию, весенний призыв 2022 года, у нас буквально сейчас должен быть подписан указ главы Республики Ингушетия о призыве ребят, достигших 1995 года и до 2004. Вот эта категория будет призываться. Поэтому дать им какие-то там разъяснения. Вот, и также параллельно было сказано о подачи документов в высшее военное учебное заведение. Согласно федеральному закону 53 о войск обязанности военной службе, все граждане в год исполнения 17 лет обязаны стать на воинский учет, военный комиссариат подходить, стать на воинский учет. В том числе ребята, которые учатся у нас в 11 классе, да, и те, которые обучаются в СПО. Что-то вот в последнее время ребята не подходят, процентов, наверное, 20-30% не подошли. До конца марта эти мероприятия должны закончиться. Мы все знаем, что в
в 17 лет мы никого в армию не отправляем. Ну, все родители об этом тоже знают. Военкомат призывает своевременно прийти на весенний призыв и встать на учет. Более того, с военным билетом в руках открываются новые возможности, и молодые люди могут построить свою карьеру. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.